Специалисты экологического центра «Алроса», несмотря на пандемию, продолжают осуществлять контроль за состоянием водных объектов. Мониторинг ведут в соответствии с программами наблюдений, в которые входят как обязательные условия, так и дополнительные, расширяющие степень ответственности компании. Контроль ведется не только на реке Ирилях и ее притоках, но и на реках Малая Батуобуя и Вилюй. В общем, количество точек отбора проб достигает 18. По каждой точке различная периодичность, но в среднем до 4 раз в месяц, а в период паводка еще чаще. О предыдущих результатах лабораторных исследований Марфирина Алексеева. Природный состав воды в реке Ирилях имеет свои особенности. Насыщенность такими веществами, например, как железо. Аналогичные показатели встречаются и в других реках Якутии. Поэтому устойчивое превышение предельно допустимых концентраций здесь фиксировалось всегда. Для того, чтобы определить вред от производства алмаздобывающей компании, пробы воды забираются с территорий производственных площадок из природных зон выше по течению, где нет воздействия производства. Далее идет сравнение. Разница этих данных и есть показатель привноса вредных элементов. Лабораторные исследования показывают, что привнос отсутствует. И фоновые концентрации, и на участке воздействия концентрации по отдельным компонентам, они устойчиво превышают вот это рыбохозяйство. Это содержание, например, железа. Точечно, то есть у нас превышают ПДК такие показатели, как алюминий или марганец. То есть, но при этом такие высокотоксичные вещества химические, как кобальт, никель, свинец или ртуть, всегда находятся ниже пределов допустимой концентрации, либо даже вне пределов обнаружения. Экологи компании считают, что основной привнос вредных элементов в реку Ирилях сливаются с ручья Таборный, а точнее с бывшего водохранилища, дамбу которого снесло обильными осадками осенью 2018-го. Учитывая, что в Таборном именно остался вот этот, вот, скажем так, неперекачиваемая вот эта масса, и в силу, то есть, того, что идут атмосферные осадки, падают, то есть уровень немножко поднимается, вот эта грязь и начинает потихонечку смываться. То есть мы на протяжении, то есть вот уже 3-го года фиксируем о том, что с Таборного идет основной привнос взвешенных веществ, который за собой тянет точно так же и железо, и медь, то есть, да, и хром, и марганец. Наша съемочная группа присутствовала на заборах проб воды у территории работы драк. Несмотря на то, что территория считается производственной, вдоль берегов часто встречаются приспособления для рыболовства, а старые обработанные котлованы покрылись густой растительностью. Со слов экологов, это говорит о том, что в воде не имеется тяжелых вредных веществ. Мы не используем, например, как золотоискатели, да, каких-то кислотных сред, да, которые выщелачивают, например, золото, или высокоагрессивных химических материалов или реагентов. Поэтому, по сути, у нас используются, то есть, вот, природные порода, да, которые там алмазосодержащие, то есть, и механическая ее добыча. Результаты лабораторных исследований ежеквартально направляются в Министерство экологии Республики и Федеральное агентство водных ресурсов. Также с информацией о мониторинге природной среды можно ознакомиться на сайте «Алроса» в документе «Социально-экологический отчет». Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район.